у меня были авторские проекты, которые, да, и по изучению, это как его традиционной одежды наших предков изучали мы, это как его восстанавливали именно даже с раскопки, которые найденные одежды восстанавливали. Она вот решила вот это почему. Это дань моим предкам, именно отцу, деду, моим односельчанам, которые и с одного статинцем моим, центральным русом, прикутянам, которые именно вот так, столько работы сделали именно в освоении вот этих золотоносных приисков. Вот. Конечно, теплотой, натуральностью. Все-таки натуральная шерсть, особенно вот эти заячьи шкуры, они же еще и лечебные же. Они лечат суставы, они как грелка греют, холода не чувствуешь. И на морозе ты не сильно не потеешь, как будто дома сидишь. Это очень комфортно. Ветра насквозь не продувает, как сегодняшние вот эти камуфляжи. Или это, как его, вот эти спецовки, которые не дышат, от которых некомфортно становится человеку. А вот это наша вот эта теплая одежда, веками именно, созданные руками мастериц, любящих, которые очень любили своих мужей и сыновей, и они их берегли именно в каждом шве, каждой вот это фасоне, они скрытые именно, и не только любовь, и там оберегающие именно сакральные вот эти, как его, алгысы, вот это благословение, все вот это, чтобы они не воспростужались и вернулись. Ну, это самую холодную погоду. 50-60 градусные морозы. Даже вы видели сегодня, и вот эти показывали, что это возле костра люди в снегу в них и спят. Шкуру бросили в снег и ложатся. И все, они спят и до утра теперь. Вот эти, каждая деталь, каждая шапка, из чего бы она ни шилась, именно таит в себе именно такую силу, секреты, которые могут бороться с природными этими, как его, силами, вернее, и, как говорится, они могут и, ну, как сказать-то, они связаны именно с верой, с природными силами, которые, чтобы оберегающие, вот эти люди придумали именно, из чего надо сшить. Вот. Даже обыкновенные заячьи шапки, почему именно наверху раньше шили лисье, очень дорогое лисье лапы, красной летит от лапы. Почему? Она же, шкура-то вроде бы заячья-то, она не ноская, она быстро протирается, она обнашивается быстро, но все равно в то же время они вот это дорогое это материалы не ставили. И сзади даже кусочек вот на затылке шили, чтобы не протиралось сильно, да, чтобы она теплее была. И эти шили даже мех выдры. Сакральный смысл, как сказать, сахалеттах айылға туын күйін кітірі куғағантан именно харыстыр. Куғағантан или ол атаваллағына защищающую, оберегающую роль имела она. Именно защищающую, оберегающую, отвлекающую именно дурные глаза, темные силы и опасности. Каждое животное, да, и она, как говорится, это часть природы живой. Она в себе таит именно ту тепло, которое вот именно дает человеку не только тепло, тебе и еду дает. Вот. В этом-то и есть жизнь, вернее, тебе дает она.
Ну, конечно, это полностью не изучено, но это чисто моя версия может быть. Даже можно утверждать, что это в рабочей, вот этой теплой повседневной одежде, чтобы это, ну, не, эти, как его, обрядовых одеждах, ну, это понятно, да, там обязательно. А тут именно рабочей одежде. Ну, зачем вот этот заячьей шкуре, если эти лапы и мех выдры или тарбагана, вот. Именно тепло дает любовь матери или жены, или еще что-то, да, родного очага, все вот это. И она сопровождается именно теплом этого меха. Чтобы она ноская была, и она теплая была, и легко доступной каждому человеку среднего достатка, богатого или бедняка. Ну, конечно, по своим достаткам, где они что достанут, то и использовалась. Например, шкура коровья, телячья, да, теленка или вот это крупный рогатый скот мы держим теплее зимой. На водопой только на улице 50-градусные морозы выпускаем, да? Летом только типа теплее они на улице постоянно ходят. Ну, потом и она и холодная. Олени никогда тепло ветрам, да и этим им нипочем, и холода. Точно так же их мех, шкура очень самая даже теплая. Вот это оленя, сахатина вот этой, она же полая еще, поэтому она, ну, защитная вот это от холода, вот держит больше изоляции, холода, тепло, изоляции, наверное, так сказать. А шкура вот этого, шкура жеребенка, ну, конечно, это самая лучшая, она очень мягкая, теплая и ноская, и самая доступная, конечно, легко выделывается, конечно, шкура олень, эти жеребячая, конская, вот это уже цена никогда незаменимым и была. А вот эти шапки высокие, конечно, с высокой тулей, которые шили из разных мехов шкуры, собранных вот этих-то шили. И почему шили, да? Во-первых, шапка, если плотно прилегает к голове, сначала потеешь, потом тут же она замерзаешь. Если голова у тебя замерзнет, обязательно ты простынешь или что-то, да? А эта шапка между этими высокой, между головой и этим, так, есть пространство полое, вот это, да? Воздухом нагретым она наполнена. Голова как будто в доме находится. И она тепло, и она, во-первых, не потеет. А еще туда ложат эту... что интересно, ну, такую дальнюю дорогу, не каждый раз вот ты же не вытаскивать будешь эту замерзшую еду и грызть будешь, да? Останавливаться нельзя, это засветло где-то добраться до зимовья, такую даль, ты же будешь тихо и ехать, и устаешь, либо проголодаешься, или охотника, который целый день ходит по снегу, добывая себе на пропитание этих животных. И капканы проверяет, и свои эти петли проверяет. А тут чтобы он долго ходит, конечно, чтобы получить немного энергии, обязательно нужно перекусить. Чтобы она не замерзла, заворачивали траву зеленую сено, вот так как бумагой, да, вот так заворачивали и ставили вот на голову, на макушку клали и шапку одевали. Проголодался, в обед подошел, тебе вот, пожалуйста, вытащи и кусочек мяса или лепешки этот исходный, этот свой завтрак или обед. Перекусил и дальше пошел. Термосов-то тогда не было. Это природный термос.
А в основном-то вообще-то якуты очень любили, торгаши очень хорошие, да, торговли они еще и до прихода русских, и с китайцами возили оттуда и материалы, и бисера всякие вот эти, куда только не ездили они. И когда мануфактура вот появилась, естественно, и подклады поменялись. Раньше все и шапки вот эти подклады не с материи делали, а эти брюшками, беличьими такими этими лисьими, такими этими, или абортированными телятами, которые мочелочками маленькими, которые даже не выкидывали. Каракульча, например, считается самой лучшей же, да? Почему эти правительственные мужи-то одевали-то шапку. Точно так же вот эти есть телят и оленят, вот эти, которые вот эти маленькие, которые сразу вот родились и тут же померли, да? И вот этих шкуры не выкидывали, выделывали, и это была самая лучшая, самая мягкая, самая ноская. А экипировки, они не продавали, не просто, да их одевали, да и все, просто. Одевали и все. Что, человек по дороге замерзнет, что ли? Делились своим именно то, что у него есть. Они последние отдавали. И вот это даже последнему могли отдать. Чтобы этот пришлый человек голубыми глазами не замер в дороге. Конечно, без этой одежды. Нет, конечно. Да вы что? Нет, конечно, не добрались бы. Именно как раз-то вот эти именно теплая одежда, вот эти зимние пору, вот и тем более на гужевом транспорте, вот на лошадях, на этих санях, на оленях, вот когда едешь-то, но обязательно теплая одежда нужна. Вот это то, что они там баранки, которые с собой одели, только вот эти, как Ермак, вот эти к своим тулупе приехал, так она же холод не держит. Она же предназначена, где, в какой полосе-то вот это находится, вот это, бараны-то выращивают. Она же очень холодная, между прочим. Не такая, как, не сравнить с жеребячей этой шкурой. Я же говорю, конская вот эта и это, как его, скотская шкура вот эта. Одна холодная, другая очень теплая. У моей матери хранится, как его, ее бабушки, матери сейчас 88 лет, матери моей, да, и главное вот это, от ее бабушки оставшаяся вот эта шапка, из лисьи, красной лисицы шапка была. Тогда передавалась матери, потом это матери, дочери передалось. И потом она и реставрировала ее, носила, я долго она носила. И вот такую якутскую вот эту красивую рукавицу из нее сшила. Из нее. Вот видишь, это сколько, почти 100 с лишним лет тому назад это сшитое вот это. Ну, 130 точно, наверное.